Все мое творчество. Всем веселым. Челом на НРТ сегодня мы проведем весь день с рэпером из Коми. Челом, всем веселым, друзья! Всем привет, Артемий Барсуков, проект Коми Морт встречает вас на родной земле, Сыктывдинский район, село Выльгард, моя малая родина, специально для вас. Сейчас 11:30, 2 октября. Мы едем в родную школу Артемия поздравлять учителей с Днем Учителя. В Коми края, на районе рай мне. В Коми края, на районе не. В Коми края, на районе рай мне. В Коми края, на районе не. Вообще, в 8 или в 9 классе я почувствовал, что мое предназначение – это радовать людей. Очень просто и понятно. Хотелось какими-то своими действиями доставлять улыбки, положительные эмоции. Каким способом, я это понял позже. Это работа на сцене, там, в образе аниматоров, ведущих, в спектаклях и потом через музыку. На данный момент у проекта Коми Морт вижу такое миссию первооткрывателя. Человека, который говорит о любви к родному краю, понятным словом, с понятной музыкой, с позитивным посылом. Просто потому, что мне нравится жить, и я хочу так транслировать свои чувства. Вижу, как преобразуется город. Потихонечку, помаленечку он становится лучше, интересней, больше развития, и цивилизация приходит в наши ряды. И мы несем эту цивилизацию, да, своими действиями, поступками. Если все будет в наших руках, в руках Республики Коми, то мы заживем очень хорошо. Трехметровый большевик. Эй, друзья, ваши аплодисменты. Давайте немножко расслабимся, поднимем настроение. В общем, в этой школе я учился с 1999 года по 2010 год. Закончил школу с ленточкой «Душа школы». Учился я но зато был очень хорошо объяснил, все наглядно и понятно. Школа первая, школа старенькая, но такая родная и любимая. Бо это короче, повзрослевший ботаник. Где-то, кстати, в санатории Лозен вожатая дала такой никнейм, типа, мы будем называть тебя ботаник. Я такой, ну ладно, что, прикольно. А мне как раз уже друзья и мой самый близкий друг лучший называл уже в это время ботаником. Я был не против. И вот где-то до 9 класса я был ботаником. В 9 классе я уже повзрослел, я стал ботаном. Я ботан. Прошли годы, там я уже отучился в универе, и среди своих я стал Бо. Понимаешь, такая трансформация из ботаника в Бо. Какой вопрос тебе задали в комментариях? Идет ли в зачет артисту исполнение под плюс? Раньше я к этому относился категорично, но со временем, испытав на собственном опыте тяжесть вот этого, когда программа состоит из, там, не знаю, 10 песен, и подряд тебе нужно вести концерт свой же, то есть разговаривать со зрителями, прыгать на сцене, отдаваясь еще и в физическом плане, то есть там, чтобы вот этот был вайб, драйв, чтобы это было видно, еще идеально воспроизводить музыку, ну, текст. Я понял, что это очень тяжело, это местами практически нереально. Те треки, которые я могу воспроизвести, я делаю с минусовочкой, с бэком, которые я понимаю, что мне высоковаты, или я на ней очень сильно колбашусь, я делаю под плюс, но я всегда сверху на плюс исполняю своим голосом, живым, всегда. Ну вот челом я 100% работаю под фонограмму. Потому что она там слишком яркая, как бы, и нужно ее прям петь.
Но я всегда ее сверху пою. Я ее могу и так исполнить, живую. Мы же выступаем в разных условиях. И где-то колонки, где-то микрофон. И чтобы мне лишний раз свой голос не терзать, я там лучше под плюсовочку. Люди леса всегда минус бэками. Сыктывкар всегда минус бэками. Там и большинство, то есть буквально муном по коммунам и челом я всегда делаю под плюсовку. Кстати говоря, Семен Налимов, балалайшник, делмастер, мой земляк и, наверное, один из самых популярных сыктывдинских деятелей. Он занимался производством мебели. Создание балалайк просто, наверное, было хобби. Он создал новую форму балалайки, которая прижилась во всем мире и стала популярной и так распространилась. Что, пойдемте заглянем на мою любимую, постоянно бывшую работу, бывшую постоянную работу. В общем, в районный дом культуры. Это сцена, которая воспитала из меня артиста. В 6 классе я вышел первый раз на эту сцену. С 11 класса я постоянно здесь. В роли ведущего, в роли аниматора, участвовал в спектаклях. Конечно, здесь тоже произошел ремонт, все очень классно. Есть светодиодный экран, есть световое оборудование. Он мне говорит: мама, папа, привет! Екатерина Шенгина, художественный руководитель вывески районного дома культуры. Руку покажи, Господи Боже. Вот. Сыктывдин, земля Это мастеровая. Много нас, а он один. Ни ангажа, Сыктывдин. Менам дона Сыктывдин, он такой один, он один. Менам дона Сыктывдин, да и менам чужанин. Менам дона Сыктывдин, он такой один, он один. Менам дона Сыктывдин. Мне очень нравится, когда можно прыгать под музыку. Я прям балдею. Вот это. Тут, вот так вот. Прям очень круто. Когда это ритм, когда это... даже не обязательно там должны быть слова, просто чтобы можно было прыгать. Воу, воу. Вот ровно на одном месте. А раньше, когда я только начинал заниматься творчеством, вдохновляла неопознанность. Я задавал себе вопросы, на которые не знал ответа. И вот этот поиск, желание узнать что-то новое, диалог с самим собой, он превращался в творчество. Повзрослев, вдохновение – это инструмент для создания чего-то нового. То есть, если мне нужен текст, я просто сажусь, думаю и создаю его таким, каким хочу видеть. Это Ликанова Валентина Николаевна. Это наш драгоценный режиссер, под чутким руководством которого прошла не одна заваленка. А также это комик-драматург и писатель, создатель пьес. Валентина Николаевна приучала меня к сцене. Это человек, который увидел во мне талант, разглядел сквозь лупу. Первое стихотворение, которое я выучил на 9 мая, благодаря Валентине Николаевне, было воспроизведено со сцены. И после этого пару раз я еще участвовал в спектакле на коми-языке, что немаловажно для меня, не говорящего на коми, благодаря Валентине Николаевне. Помашите ручкой. Ами маму кайталун джейкот, тай тулысы смыжа. Давай, перебивай. Раунд. Асфиксия, просто анемия. Более ягодичный, насморк, атрофичный. Я правильно больше... Короче, он медик, ну это сразу понятно. Сериал сразу всем рекомендую, всем советую. Сериал от Netflix «Тьма». Фильм, который меня однажды поразил прямо в сердце, и до сих пор после него осталось неизгладимое впечатление и след. Это фильм «Зеленая миля». Я еще очень люблю плакать, когда смотрю фильмы. Вот на этом месте, буквально за моей спиной, находилась моя детская комната, в которой я рос с 3 до 18 лет. Вот здесь. Здесь была кухня, гостиная, спальня. И в окношко я созерцал
сарай, гараж и огромный ангар у сапоговаляльной фабрики. Помню, в детстве мы воровали на соседних огородах. И однажды хозяйка, бабулька, поймала нас. И так крапива отхлестала, знаете, я запомню это на всю свою жизнь. Вот этот сарай с синей дверью мы строили с отцом. Он один из единственных, кто. Тут буквально несколько сараев осталось. Там даже какой-то хлам остался. А, блин, тебе же 18 нет. Но мне скоро будет через месяц. Когда? Через месяц. А, да ладно. Всё. Вот, я тебе хочу просто рассказать. Заедем в ДАФ, покажу место, где рэп создается. Да. Первый ДАФ – это райончик Выльгарта, который на периферии с городом находится. Именно здесь зарождался выльгардский андеграунд хип-хоп. Это наша банда. Ночь сменяет день, осень сменяет лето. Ну а с меня пару куплетов про то и про это. Ветром навеяно и вам передать велено, дабы во благоверенном убрать белое пелена с глаз. Дало дела, судьба дала талант и голову. Кивай под мой вуй, давай хоть какой-то кайф. В этой Wi-Fi life ты получишь, будешь круче, если передашь другим. Если нету дыма без огня, тогда мы все горим. Сигареты, дым, облаком завитым. Поднимает мысли моя, мир становится другим. Мир становится другим. Мир становится другим, и мы становимся другими. Андеграунд в прошлом, а мы смотрим в будущее. Раньше я занимался андеграунд рэпом, и у нас была целая банда. Мы писали музыку трущоб. Творческий кризис был самый крупный году в 2015, когда я долгое время, может порядка полугода, вообще не подходил и не было к микрофону, и не было желания записывать новые треки. Я, изжил какую-то свою старую тему, не знал, как подойти к новой, и вообще не понимал, зачем это нужно, кому это нужно. И в какой-то момент появился Коми Морт, и это второе дыхание мне как творческой личности. Ну и в целом я понял, что и о чем я хочу говорить. Вот, сейчас мы на квартире у Бо Бусинок. И вот что они читают. Какие комиксы. Нет, Это не комиксы. романы. Да, это графические романы. Да. Блин, Ну, если что, такой правильно, коми сделать, такую же. А было бы офигенно. Робот-пылесос пылесосит. Сейчас прозвучит песня, которую я написал в старших классах, где-то год 2008, наверное. Песня про лыжную базу. Давай. Отвечаю я был простой парнишка, разодранная штанишка, я просто был слабым, сейчас здоровый, храбрый. Вот пропадет у меня голос, вообще пропадет, прикинь, или слух. То есть я останусь обезоруженным. Чем я тогда займусь? Какие эмоции я буду испытывать? Какие чувства? Чем я могу быть полезен для общества, если у меня не будет голоса? Я бы, наверное, если не будет голоса, я подамся в писательство. А сейчас какую музыку слушаешь, кроме своей? Я свою не слушаю. Ну так, я редко так, нет, что-то меня прикольнет, я пару треков послушаю. Слушаю то, что у меня в плейлисте последнее. Вот сейчас сегодня Мяги Эншпиль слушал, к Дагуди периодически возвращаюсь, Noise MC некоторые треки. Вообще я, конечно, меломан, и с детства слушал самую разную музыку. На улице уже вечер, темно. Идем снимать кухню, там, где происходит создание шедевров. Он и есть половина Коми Морта. Короче, у нас есть новые наушники. Мы купили новый микрофон. Я ничего не слышу в этих наушниках. Чуть дальше, кстати. Наушники, закрытого типа. Специально для записи. Это новый микрофончик Shure, который мы заказали на деньги на деньги гранта. Выиграли
в фонд президентских грантов. Короче, уже реализовываем деньги грантовские. Расскажи что-то про картину. На этой картине кошка лижет мышь. Ну, вообще эту картину нарисовала любимая девушка нашего Федора. Ее тоже зовут Полина. Комьянь, комьянь, ты мне шаньгу заваргань. Да, на данном этапе у нас есть небольшая демо-аранжировки, буквально в MIDI формате. И Полинка напела вокальную партию, чтобы Феде ориентироваться, как она звучит, чтобы внедрять туда инструменты, обыгрывать как-то голос. То есть это основная вокальная партия, потом на нее будут уже сверху накладываться вторые голоса, другие артисты. И, соответственно, аранжировка будет пополняться звуками, инструментами и обогащаться. Подтекст невероятно. Вот послушайте, солнце, матерь надо мной, солнце, матерь. Расцветай вам до моря, Это Артемий придумал. на земле моей. А я придумала припев. Словно в хороводе солнечного круга мы передаем любовь, песни друг от друга. И под звуки шондыбан песня будет литься. Процветай наш школьный край, Федя ягодица. Приступаем к мечанывке. Нежную красавица, воркутинка славится, чилим снежка с чилим дина, тара-тара-тара-дина. Вижме купталов, меча ижемки, любовь. Ну, типа такого. Не сам изменишь. Просто чтобы наши ижмы. Наши ижмы. В Миян изме, может. Да, Мия. Да, да, да. Оля, где ключи от туалета? В общем, мы закончили сеанс записи. Мы сделали небольшую демку новой песни. Буквально каркас, придумали текст, до конца доработали. Где будет припев, где будет куплет, где что будет заканчиваться. Я забрал с собой микрофон. Может быть, на первом мероприятии его протестирую. Уже со своим микрофоном. Мы серьезные артисты, у нас есть свое оборудование. Друзья, мы с Генрихом подумали, и я решил, что задание для вас будет творческое. Конечно же, не отходя от проекта Коми-Морт, вам необходимо будет написать 8 строчек в рифму. Желательно, чтобы это были не просто стихи, а именно как рэп звучало. То есть там есть разница, есть тонкости, есть грани. Кто понимает, тот понимает. Это будет русский текст с вкраплением коми-слов. То есть сама суть проекта Коми-Морт. Чтобы было понятно, прозрачно всем, но вкусные местечки, интересные словосочетания или рифму на коми-слово обязательно применить в вашем произведении, в вашем творчестве, за что я с большим удовольствием подарю вам хранителя вашего леса, хранителя вашей тайги, вот такого замечательного ошпи в красном свитере, на котором написано гордое слово «Сыктывкар». Это от нашего друга Светланы Туровой от мастерской Югот Арт. Вот такой замечательный ошпи будет охранять ваши покои за ваше творчество. Семен Ванюта специально писал, специально для тебя. Артемий слушает твой трек. Короче, что могу сказать, пацанчик очень технично делает, воспроизводит речитатив, но, блядь, с музыкой они почему-то никак не хотят подружиться. Я не знаю, может это типа, такой прикол. Слушай. Короче, я знаю, есть такая музыка, которая типа, взламывает тебе мозг и проникает в глубины сознания, но я за ту музыку, которая попадает в ритм, типа текст, чтобы попадал в ритм. Ритм, нужен ритм. Да, а по прочитке, по речитативу очень любит вот он умеет это делать. Сестры, братья, the